Добрый вечер. В эфире самое время, а значит, пора поговорить об актуальных новостях и обсудить с гостями насущные вопросы. В студии Карина Тамаева и Аслан Санакоев. Сразу к новостям. В начале июля правительство страны подписало постановление о некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации. Согласно документу, до конца 2026 года в России разрешена реализация топлива Евро-3, тогда как прежде актуальным стандартом было Евро-5, более чистый бензин. Постановление утвердили, чтобы смягчить локальные дефициты топлива в стране, но следует обозначить и некоторые риски для автовладельцев. Бензин марки Евро-3 может оказаться вредным для современных автомобилей. В зоне риска мощные и малолитражные турбированные автомобили. Если их заправлять топливом Евро-3, то вполне возможна потеря мощности и даже более серьезные проблемы. Устойчивее к такому топливу машины, выпущенные до 2008 года, потому что некоторые их системы устроены проще, чем в современных автомобилях. Как бы ни было, эта мера временная. Она выручит жителей страны и, конечно, республики. А сейчас самое время начинать эфир. Аслан, а ты заметил, как много спортивных событий в последнее время? Конечно, Карин, заметил, и про одно из них хочу тебе рассказать. Давай. Осетинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сразу трехкратной чемпионкой соревнований стала Виктория Сланова. Она победила в беге на 100, 200 и 400 метров. 2 золота на счету Аланы Кокойты. Он стал сильнейшим в толкании ядра и метании копья. Альберт Хинчагов одержал победу в толкании ядра. Георгий Маргиев в прыжках в высоту. Таймураз Хабалов и Аслан Газаев стали чемпионами в толкании ядра. Подготовили чемпионов тренеры-преподаватели Владимир и Борис Короевы, Гоча Хугаев, Валерий Гаглоев, Вадим Вазагов и Аслан Наниев, сообщили в Министерстве спорта. Ну и сегодня с нами в студии Валерий Гаглоев, директор спортивной школы паралимпийского резерва «Стимул», заслуженный тренер России. И Альберт Хинчагов, заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион России, Европы и мира, чемпион Паралимпийских игр 2020 в Токио в толкании ядра. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый Мы рады вас вечер, видеть у нас в студии, ну и мы вас поздравляем с такими прекрасными результатами. Благодарим. Спасибо. Да. Валерий Сагратович, начнем с главного. Наверное, 10 золотых медалей – это, без сомнения, мы считаем, триумф. Вы ожидали такого результата или это стало и для вас чем-то неожиданным? Да нет, если так подумать, то мы и побольше привозили, скажем так. А так выступили, тем более были в Челябинске, там были очень плохие погодные условия. Там был дождь, ливень и дискомфортные условия. Но все наши лидеры показали свой класс, кто должен был победить. Кроме, не будем фамилии, но одного, наверное, человека, остальные все победили, они показали свой класс. Потому что они сейчас, это летний чемпионат был, а еще зимний был кубок, они в зимнем победили и вот сейчас победили. Так что они планку не опускают. Да, результаты постоянных, наверняка, ваших тренировок, такой дисциплины, я бы сказала. Альберт, вы сами завоевали золото на этом чемпионате. Какие эмоции на финише, когда уже поняли, что победа за вами? Эмоции, как всегда, после победы зашкаливают. Подводились тоже очень хорошо к чемпионату России. Вот Валера правильно сказал, погодные условия, если честно, сильно сыграли. Могли и получше мы свои результаты показать. Ну ничего. Будем ждать, будем ждать. Нам еще кажется, что чемпионат России это все-таки уже это всегда серьезный уровень. А были ли моменты, когда вы переживали больше, чем обычно за своих спортсменов? Переживаем, когда у нас идет отбор на чемпионаты мира, на Олимпийские игры, на Паралимпийские игры, потому что кроме победы мы еще должны показать рейтинговый результат, чтобы он входил в топ сильнейших в мире. Потому что если ты не будешь там в 8 лучших в мире, то ты не поедешь ни на какую Олимпиаду, чемпионат мира. Там не каждого допускают, не каждого чемпиона России, чтобы вы знали. И сейчас когда они толкали, допустим, бегун это еще более-менее, и то тяжело было. А толкатели, сектор толкания, там же как бетонное покрытие, и он и скользит, там можно упасть, травму получить, и было некомфортно. И поэтому он, допустим, Альберт сидит, он метр показал меньше того, чего мог показать, своего результата и так далее. И каждый так. Не то, что наши сборники, ни один из всех команд, кроме дай Бог ему здоровья, Аслан наш Газаев, уже в тот день
погода хорошая была, он рекорд России установил. А так все лидеры паралимпийского сбора России, никто не показал таких результатов выдающихся. Победили, да, но мы еще хотим, чтобы наши результаты были в топ сильнейших в мире. Давайте тогда еще поговорим про Викторию Сланову. Сразу 3 золота в беге, то, о чем я говорила, 100, 200, 400 метров. Ваше мнение, в чем ее секрет? То есть это физическая форма или, может быть, ее невероятный характер? Ну, у нее характер, дай бог, такой. Она, когда тренируется, просто у нее бывают часто болячки зимой, там то горло, ну, хронические у нее бывают, там, такие простудные заболевания. А так, когда она работает, она выкладывает на полную катушку, уже добегает до финиша на тренировке, в конец тренировки она уже не могу, там, ну, Куроев Владимир, это его тренер, Да. мы вот смотрим, она добегает, уже не может, ну, приходится говорить, я говорю, ну, и тренер говорит, и я как директор школы, вот они все говорят, надо терпеть, а что делать? Надо, это твоя работа, ты должна пахать, потому что в этом спорте, это, не знаю, кто придумал, в спорте это главное не победа, а участие, это не про нас. Любой, кто приходит, тем более ты уже стоял на пьедестале почета, на первом месте, уже никто не хочет опускаться ниже. И Конечно. поэтому Виктория, она у нас лидер сбора России в своем классе, это однозначно. Она всегда подтверждает свой высокий класс. Приятно, приятно. Да. Альберт, в вашей дисциплине, в толкании ядра, ну, у вас эти россыпь медалей, там вы, там Алан Кукойте, Таймураз Хабалов, Аслан Газаев. Когда в одной, ну, как весовой категории столько сильных своих ребят, это помогает как-то, поддерживает? Или какая-то, может, внутренняя есть конкуренция? Что Ну, мы заставляет как бы двигаться? у нас-то разные, ну, у нас по классам, да, По подразделяются. классам. Они Ага. в разных, я в своем классе. И, конечно, мы друг друга где-то дополняем. Бывает, мы объединенно толкаем, где-то друг друга поддержим. В общем, я думаю, это сильно как бы А как ваша вдохновляет. вот тренировка? Вы с ними вместе тренируетесь? Как это у вас Да, происходит? конечно, у нас одни тренера, вот Валера Гаглоев, Борис Куроев, и мы в основном все вместе всегда проводим время. Как он сказал, я добавлю, вот, Да. но они разные классы, Да. их делят, я скажу, в своем классе, но бывают объединенные. И они в том году, когда были на чемпионате Белоруссии, там был класс объединенные. И там такая была интересная картина, когда толкание ядра закончилось, огромный баннер висит, там чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике среди спода. И перестал почета. Первый Хинчага, второй Кукоев, третий Хабалов. Вся Триастина на 50 чемпионат Беларуси. Вот они все трое, класс объединенные были, и они тогда победили. Ну, наверняка вы друг друга и как-то дополняете, вот даже во время тренировок, и в том смысле, что мотивируете. Да, ну, конечно. Где-то когда-то. Может, бывает у вас, вот скажите по секрету нам только, бывают у вас такие моменты, когда вот вам лень идти, вы не хотите на тренировку, например, идти, а ваш коллега, с кем вы тренируетесь, он Да, надо. бывают такие периоды, я думаю, это у каждого спортсмена, и там один звонок от него, что, может, сегодня там потолкаем, да, пойдем после этого, и больше тебя вдохновляет, что потом куда-то посидеть, чай попить, расслабиться, ну, приходится всегда посещать тренировки, потому что надо форму всегда поддерживать. Ну, на таком-то конечно, уровне, да, тем да. более, да. Валерий Сагратович, в копирке нашей сборной есть и прыжки в высоту. Это Георгий Маргиев и еще бег Давид Джатиев. Притом сразу 3 медали взял. Насколько сложно проходит обычно подготовка в паралимпийском спорте? Ну, знаете как, вот на чем, если вот брать вот и того же Георгия Маргиева, и Давида Джатиева. Джатиев приезжает со Змейского на тренировки почти каждый день. Приезжает, когда не бывает таких форс-мажоров, где болеет, он приезжает со Змейского на тренировки. Вот, и он делает дисциплины 100, 200, 400. И не имея, я уже 100 раз это говорил, но хочу повториться, не имея нормальных условий, потому что у нас один манеж, там совсем другие виражи, чем на улице, чем на нормальном стадионе. И он, супер талантливый, конечно, Маргиев, он в своем классе. Если бы были, еще раз говорю, если бы у нас были хорошие условия, вот как на стадионе, он бы вообще никому не проигрывал. Вот. И он, талант великолепный, плюс тренер хороший, и поэтому вот слагаемые успеха, что еще пашет. Вот. Маргиева, допустим, прыжки в высоту. У нас бедный манеж, там
такого покрытия уже по всей России катаются, по всему миру. Уже такого покрытия нету нигде. Там старое покрытие, которому уже 50 лет. Да вы что, А мы настолько? прыгаем на соревнованиях в высоту. Там совсем другой сектор, там совсем другое сцепление. Вот. И приходится приспосабливаться. Наверное, они талантливые, эти ребята, что вот даже в таких условиях они вот добиваются таких результатов. Знаете, от многих тренеров слышим, в том числе и от молодых, что они жалуются именно. То есть это вот такой, наверное, крик души, что нет просто условий тренировочных. Где вы сейчас, как вы справляетесь тогда? Знаете, как манеж сейчас уже недели 3 закрыт. Ну, там какие-то приставы опечатали, ну, по каким-то там причинам. Да. Вот. Ну, хорошо, что мы сделали сектор, вот сами силами Да. ребята сделали сектор на улице, для толкания сделали сектор. Плюс стадион нам разрешил бегать бегунам, прыгунам. «Спартак» напротив? Да, «Спартак». Ну, буквально 2 недели. А так, у нас вот наш вот тоже какой-то, он в Санибе себе сектор отдельно сделал толкание ядра. У нас вот с Беслана они тоже диск, ядро может дома, вот Хабалов, Верхотова и так далее. Мы каждый еще, кроме, потому что мы, если будем надеяться только на манеж, там постоянно то борьба, то бокс, то еще что-нибудь. И нас Да, оттуда, много мероприятий. и особенно зимой, нас, пожалуйста, тут занято. А у нас мы профессионалы, у них идет процесс, плановая подготовка, им нельзя пропускать. И мы приспосабливаемся вот так, в разных местах тренируемся. А в случае, если не погода, вот тренировки на улице происходят, все еще тренировка должна случиться обязательно или как-то вот отмена? Ну, не буду далеко ходить, на последний перед вот Россией как раз Дулаев пришел, как раз вот когда сильные дожди были, Да, пошел дождь. Он говорит, давай толкать такой дождь. И вот мы в этот ливень, не он, не я, мы вот до конца промокли все, но мы не уходили с сектора, толкали. Да, а так мы, когда сильный дождь, то мы стараемся вот напротив Олимп. Ну, а что делать? Идем, там качаемся. Там зал тренажерный хороший, и мы там занимаемся. А может быть, есть какая-то надежда, я бы даже сказала, свет в конце туннеля? Вам что-то говорят, что-то обещают? Будет в ближайшее время? Обещают. Но пока вот какие-то, ну, вы знаете, сейчас пока тяжело всем. Ну, мы ждем, Вот, а так проект есть, уже давно-давно Сергей Иванович нам пообещал, вот когда все будет нормально, проект уже есть для паралимпийцев, комплекс. Мы будем надеяться. И мы вместе с вами. Как только это Обязательно, случится, я думаю, что и мы узнаем, и тоже расскажем об этом в наших эфирах. Обязательно, обязательно. Альберт, вернемся к вам. Вот, неоднократный чемпион мира и Европы, паралимпийский чемпион Токио 2020 года. Что движет, когда вот на старт выходит первенство России? Что движило, вернее? Да, у нас в команде каждый, в принципе, максимализм. Работаем и всегда хотим добиваться самых больших высот в этом спорте. И с Божьей помощью у нас это получается, слава Богу. Семья, конечно, движет к этому, родные, круг наш, общение. В общем, как-то так. А вот семья, друзья, они наблюдают в целом, когда происходят, у вас бывают соревнования, Да, может, когда да. бывают прямые эфиры? Да, я да, не знаю. конечно, наблюдают. Мама вообще, она может там, у нее примета такая, она с утра встает, там не убирает, даже, наверное, может зубы не мыть, да, пока не выступит. И мое выступление тоже не смотрит, так вот переживают. Конечно. Нечто просто. Зато потом вы вот такие результаты показываете, безусловно, гордость, я представляю, как Конечно. мама, родители в целом Приятно, гордятся. Да. конечно. Валерий Сагратович, вас целая команда тренеров. Как удается выстроить такую систему подготовки в целом всех спортсменов? Как у вас происходит такая коллективная скажем работа? так, как бригада тренеров, у нас, скажем так. Мы как одно целое, потому что вот мы не делим этот твой ученик, мой ученик, допустим. Что-то ему Борик подскажет, Корой, что-то ему я подскажу. Мы делаем коллективную работу, потому что не то, чтобы один тренер знал все. Вот. И я всегда говорю, сколько бы я ни знал, я уже 37 лет в этом спорте, я много повидал, много знаю, и то я могу учиться у тех, кого считаю, что он может больше меня знать. Я могу его спросить. Он, дай бог, в веке интернета, я смотрю, как ведущие, все спортсмены мира тренируются. Просто паралимпийский чуть отличается, допустим, вот он толкатель, есть классический тренер, кто учит, вот, как толкать нормального.
но надо учитывать их физиологические способности. Допустим, у Альберта, ну, чуть рука короткая, нога его подводит, тоже кокойт у него, координация нарушена. Это надо учитывать. Я ему покажу классические, а потом его спрашивают, тебе комфортно вот с такой позиции толкать? Вот некомфортно, меня заносит влево, вправо. Как тебе комфортно? И мы должны учитывать все вот эти. И каждый тренер из нас старается вот, То есть у вас, безусловно, получается индивидуальный подход к каждому. каждому. Это 100%. И вы сказали о том, что вот вы никогда не перестаете учиться, набираетесь опыта и у других тренеров. А бывает такое, что вот молодые тренеры приходят, и вот они что-то такое делают в своих тренировках, что вы для себя забираете из их опыта? Небольшого. Ну, молодые пока столько не знают, сколько мы знаем, Безусловно, скажем так. но это вот то, о чем Мы им вы говорите. подсказываем. Молодые нас спрашивают, мы у них не спрашиваем, честно говоря, потому что молодые они столько не знают. У нас огромный опыт. И поэтому мы знаем больше, скажем так. Вот. Ну, если что-то увидим, новое хорошее упражнение какое-то, мы, давай-ка попробуем вот на тебе. Мы это абсолютно, мы спокойно изобразим это самое. Тоже можем, тоже упражнение, да, полезное. Если считаем полезно, мы спокойно будем делать. То есть, да, нет таких Да, это у ограничений. нас абсолютно, мы как коллектив единомышленников, мы стараемся работать, вот, идти нога в ногу. И многие из ребят, ваши воспитанники, с детства. Расскажите, как вообще приходит спортсмен с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, в целом в легкую атлетику? То есть это случайность, случай или целенаправленно? Вот, и вы, может быть, с детства смотрите на спортсменов? Ну, знаете как, когда мы самых первых нашли, вот первые легкоатлеты пошли, там были ампутанты у нас самые первые, это еще 89-й год. Вот. И потом уже, когда уже успехи пошли, и уже мы смотрим так, это уже паралимпийские виды и так далее, и так далее. И уже про нас знали, допустим, а я уже знал, куда надо идти. В центр реабилитации надо идти, потому что у них там списки были такие инвалидов с детства. Потому что ДЦП, в самом деле, это с детства. Ампутант может стать любой, во взрослой жизни. А они вот рождаются. И у меня была картотека, я спокойно приходил в Автек, приходил, туда приходил, по школам ходил. Потом уже друзей много, и даже они все знали, даже друзья, ну так, если кто увидит на улице или где-то там, прихрабает, рука короткая, я говорю, телефон берите, адрес берите, и мы будем находить. Вот так, допустим, Малит пришел, он занимался борьбой у нашего друга, вот, и тут Аслан Габараевский, и он ему сказал, так, видит, он призер республику выигрывал и так далее, он еще, другие по борьбе тоже он выигрывал, вот с такой рукой он выигрывал, вот, и он его, сходи как паралимпийцем, вот он пришел сам к нам, его направил тренер, вот тебе находка. И он пришел, и вот как бывает, солдат, вот, когда он готовился на Олимпиаду вот, в Токио, он даже из дома ушел, он жил на базе, хотя он от манежа жил 5 метров, но он даже дома не жил, он специально, все, режим, тренировка, поспал, поел, опять поспал, готовил, вот так он готовился это самое. Вот идеально был, вот подготовка была идеальна к Олимпиаде. И поехал, выиграл. Это приятно слышать. Ушел из дома, хотя, думаю, и ребенок был, супруга была, мама, все. Он их всех бросил, кроме спорта, мне пока ничего не надо. Все, вот, все посвятил спорту. Про подготовку еще хотели уточнить, но уже к открытому чемпионату в Беларуси, в Минске. Валерий Саградович, как готовитесь? Это вот тоже тренировки на износ или после соревнований? Ну, они сейчас только приехали в чемпионат России, но он травмировался, Альберт. У него сейчас колено пухшее. Он должен быть сейчас в Беларуси, да. Но он сейчас проходит реабилитацию, он лечит ногу. А так, это, скажем так, у них тоже есть спортсмены, но мы чуть сильнее, скажем так. Вот. И чтобы специально готовиться, мы вот приехали с Челябинска, буквально день отдохнули, день. На второй день они уже были все на тренировках, на второй день, даже не отдыхали. Вот. Как вы говорите, удивительный, уникальный человек. То есть один день отдохнули, и на следующий сразу. Один день. Сразу, они после Нового года, уже 2 числа, мы уже тренируемся. У нас нет выходных. И мы 1 мая тренируемся, 9 мая. Мы каждый день, кроме воскресенья, тренируемся. Кроме воскресенья. Ну вот результаты видно. Да, это точно. Альберт, что
Последний вопрос. Хотелось бы вот так завершить, от вас услышать. А что вам помогает не опускать руки, вот так продолжать бороться и идти дальше к своим целям? Мне кажется, это вот мой круг общения. Как начнешь утро, я думаю, так и ты его закончишь. С утра просыпаюсь, с Казбеком Магомедовичем Дидикаевым делаю зарядку, выпиваю чемпионский чай. Потом меня ждет другая команда, легкоатлеты, тоже моя родная команда. И, по сути, я просто живу и наслаждаюсь жизнью, своими тренировками. Это прекрасно, это прекрасно. Нам всегда очень приятно наблюдать, во-первых, за вашими успехами, показывать их, ну и так вот общаться в наших прямых эфирах, слушать такие истории от вас. Мы вас сегодня благодарим за нашу беседу и желаем вам удачи. Благодарствуем вам тоже удачи. Больших побед. Ждем вас снова. Спасибо. Постараемся вас еще много-много радовать. Спасибо. Мы будем ждать. Ну а у нас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Аслан, если бы я сейчас была в 1 классе, то моей радости не было бы предела. Ну, в прошлое мы уже не вернемся. Что опять случилось? Смотри, прекрасное событие случилось. С 1 сентября 2026 года в России для первоклассников обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение России. Сейчас как будто больше обрадовались родители, чем сами дети. Да, на сегодняшний день домашнее задание в 1 классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение должно было уходить не более 1 часа. Я знаю, что, например, в мире практика домашних заданий варьируется от полного отсутствия до жесткой многочасовой нагрузки. Финляндия, например, задает мировой тренд на минимизацию. Домашние задания крайне редкие. В Сингапуре же, наоборот, высокая нагрузка до 5 часов в неделю. Однако правительство систематически регулирует лимиты, чтобы избежать переутомления школьников. Ну, если честно, я была бы рада минимизации домашних заданий, потому что ты вспомни хотя бы свое детство и свои школьные годы. Ты в школе, потом после уроков ты прибегаешь, бежишь на кружки всевозможные, все различные. А про 9 класс вот я вообще уже молчу и ничего не говорю про дополнительные задания. То есть человек, ребенок практически ничего не успевает. Ты, наверное, отличницей была, Карин? Почти. Ну вот у отличниц примерно Я так. сильно она. училась. Тем не менее, интересно узнать, что же думают жители города об этом. Задания домашние. Домашние задания нужны или нет? Ну, давай узнаем. Давай узнаем. Нужны ли домашние задания в школе? Мне кажется, они совсем не нужны, потому что в школе занятия, потом у нас дома занятия, дети сидят все время, малоподвижный образ жизни. Нет, хочется детям попрыгать, поскакать, а знания они получат в школе. Да, конечно, как без домашнего задания. Ну, в школе тоже как бы получают образование, но этого, думаю, не хватает. Нужно еще и дома что заниматься. Я думаю, что нет. Вот домашние школы на лето, я думаю, кроме таблицы умножения, ничего не надо задавать. Что-то написать, что-то порешать. Это мы сами. Но столько 30 заданий, в котором в каждом задании очень много еще заданий, я считаю, это для ребенка вредно. Мы, родители, сами знают, что надо с ними позаниматься. Мне кажется, что нужны, но в каком-то разумном масштабе для того, чтобы ребенок не был перегружен, чтобы ему не было тяжело, чтобы не пропало у него желание учиться, но при этом развивал свои навыки, которые он получил в школе, чтобы обучение приносило ему пользу. Мне кажется, это ситуативно, индивидуально для каждого, кому-то они нужны. В какой-то сфере они полезны, но в целом вообще скорее их нужно урезать, я думаю. Я считаю, что для первоклассников все-таки первый год нужно сделать пособление и не задавать домашние задания. Но уже со 2 класса уже можно. Но при этом и в школе тоже должны заниматься с детьми, ну и дома тоже. Ну, я считаю, что домашние задания важны в школе для укрепления материала. И, в принципе, память у человека работает так, что да, мне кажется, они правда нужны.
Конечно, нужны для саморазвития, чтобы мозг работал у ребенка, потому что в школе то, что обучают, это прорешивание задач. Я считаю, что это прям вот нужная вещь. А может, немного поменьше стоит сделать все-таки домашнее задание ученикам? Я бы сказал не то чтобы поменьше, а в основном на основные предметы, такие как русский язык, математика, в данном случае алгебра, геометрия, такие вот, физика. Вот ровно с половиной респондентов я согласна. А это с которой из половин? Я не скажу, Аслан. И вообще, сейчас лето, и давай поговорим о чем-нибудь летнем. Давай с удовольствием. Это о чем? Ну, придумай что-нибудь, Аслан, подними мне настроение, придумай. Да без проблем. 40 клеток с арбузами установят на улицах Владикавказа этим летом. Вот видишь, вот. Прекрасный же выбор. Идем дальше. Рассказывай. Традиционно они будут работать до 31 октября. Соответствующее разрешение на установку выдало профильное управление АМС города. Среди этих 40 локаций несколько точек на Карцинском шоссе, а также на улицах Кисаева, Ватутина, Весенней и других. Добавим, сейчас специалисты АМС проводят проверки законности установки арбузных клеток, которые появляются по городу. Дорогие зрители, это был намек от Аслана, что он хочет арбуз. Нет, Карина, никакой намек это не был. Да, хорошо, рассказывай. Хорошо, Аслан, давай немного в другую сторону я тебя подведу кое к чему интересному. Знаешь, мне кажется, что лето – это еще и прекрасное время для создания семьи. Это же тоже интересно. Дорогие зрители, а это, я надеюсь, не был намек от Карины. Нет, Аслан, никаких намеков. Ну, давай я расскажу тогда. Два врача из Северной Осетии поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве. Нейрохирург Тимур Валиев и стоматолог Людмила Черткоева заключили брак на фестивале «Россия. Соединяя сердца». В день семьи, любви и верности здесь поженились более 100 пар из разных регионов России. Как красиво, не поспоришь. Еще и оба врачи. Да, Аслан, тут ты прав. И, кстати, говоря о врачах, в республике продолжает развиваться система здравоохранения. Всегда актуально. Факт. В Северной Осетии меняется подход к ведению беременности. Министр здравоохранения региона Астан Мицеев объявил о запуске новой меры. Теперь у каждой будущей мамы появится личный куратор. Кто это будет и зачем, рассказали в ведомстве. Давайте послушаем. На прошлой неделе в республике было заключено трехстороннее соглашение со стороны Министерства здравоохранения, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также страховой компании «Капитал МС». С новой недели мы начали применять новый подход к ведению беременных, благодаря чему степень осложнений у нас в разы снизится. У каждой беременной будет свой менеджер страховой компании, который будет курировать лечение самых ранних этапов постановки на диспансерное наблюдение. Уже на уровне женских консультаций дистанционно представители страховой компании будут курировать и определять правильность тактики лечения. При необходимости корректировать лечение, либо же назначать дополнительные методы лечения. Если же мы когда-то что-то у нас проскакивали моменты, что мы можем не доглядеть, не досмотреть, у нас теперь появились такие помощники в качестве страховой компании, которые будут полностью курировать всю родовспомогательную службу, начиная от женских консультаций, заканчивая послеродовой выпиской пациента и ребеночка с роддома. Карин, радует, как будто бы отличная мера поддержки. Согласна. Тем более, что беременным женщинам нельзя нервничать и как можно больше времени проводить на свежем воздухе и получать исключительно положительные эмоции. Однозначно. Ну, знаешь, мне кажется, всю эту неделю, вот про положительные эмоции, жители и гости Владикавказа, они прям вдоволь насытились ими и продолжают насыщаться. Это точно, я уже понимаю, о чем ты говоришь. Прошу. Тогда я продолжу. Сегодня 4-й день Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой». Помимо спектаклей и уличных выступлений, в программе фестиваля есть еще и образовательная часть. Как она проходит, расскажет наш коллега Аким Карацев.
доме Вахтангова сегодня аншлаг. Любители театра, студенты и профессионалы собрались на образовательную программу, посвященную наследию великого режиссера. Участники проследили путь к легендарной принцессе Турандот и узнали, как рождался режиссерский театр, изменивший искусство 20 века. Кроме того, такие видные деятели культуры, как телеведущий Вадим Верник, журналист Виктор Борзенко, театральный критик Марина Токарева рассказывают о жизни и деятельности Майи Плесецкой, Рубена Симонова, Михаила Булгакова, Бориса Щукина и Галины Коноваловой. Аслан, знаешь, что очень приятно? Что традиционно в этом году, как и в целом до этого, уличные выступления, они бесплатные. Да, это актуально, тем более, что владикавказцы чаще начали копить, и копят они на финансовую подушку и жилье, Карин. Слушаю внимательно. Сейчас что-то будет. Именно. В столице Северной Осетии 37% жителей предпочитают откладывать деньги на финансовую подушку. Еще 21% на недвижимость. Кроме того, 19% горожан копят на отпуск. Реже сберегают на покупку дорогих вещей и медицинские услуги по 10%. Также обучение 8% и открытие собственного дела уже 5%. Вот мне очень нравится 9%. Которые мы видели, да, накопление без определенной цели. Ну, это же прекрасно, даже звучит хорошо, даже звучит. Согласен. Но тут, мне кажется, еще очень интересно узнать, копят ли жители Владикавказа. Мне бы хотелось Полностью узнать. с тобой согласен. Давайте послушаем. Скорее всего, нет. А почему? Ну, не доверяю почему-то. Откладываем. А как вы решили начать откладывать? Супруга решила. Не откладываю. Я как-то не верю особо в финансовое благополучие будущего. Да, но мне всегда для того, чтобы чувствовать себя спокойно, было необходимо какое-то количество денег, которым я могу распорядиться на любой случай жизни. Поэтому, как только начала зарабатывать, решила откладывать. Прочитала книгу по финансовой грамотности, вот там советовали откладывать около 10% от заработка. Решила прислушаться. Да, конечно. Мне кажется, что у каждого человека должна быть такая возможность, чтобы в непредвиденных обстоятельствах что-то было у человека, какая-то финансовая подушка. А как вы решили начать откладывать? А не знаю, это какая-то черта, которая у меня была с детства, поэтому у меня всегда что-то есть про запас. Просто пока на учебу откладываю. Да, есть такое немножко. Со стипендией крохотной, можно сказать, еще. А что для вас финансовая грамотность? Когда можно распределить деньги, даже самые маленькие, и потом они все-таки выручают. Да. И наша финансовая подушка сейчас с нами во Владикавказе. Нет, конечно. Большинство, наверное, столько не зарабатывают, что получалось откладывать. Если бы получалось, то, наверное, может быть. Вот знаешь, Аслан, такая неоднозначная, мне кажется, ситуация. Одних, я всех понимаю, всех, кто отвечал вот в нашем опросе, и тех, кто говорит, что и зарплаты не позволяют кому-то откладывать. Но мне кажется, все равно в современном мире хоть небольшая, но такая финансовая подушка, она должна быть. Я с тобой полностью согласен. Тем не менее, повод, может быть, понимаю, но не факт. Что-то ты приуныла, Карин. Все нормально? Аслан, что такое? Мне не хватает на нашем эфире немного вот искусства, живописи, кино. Тогда мне есть чем тебя порадовать. В эту субботу, 11 июля в 17:00 в Доме кино состоится показ исторического фильма «Корни» режиссера Ильи Таучелова. Ну что же, Аслан, мне уже хочется посмотреть. Ну, давай для начала покажем трейлер нашим зрителям, да? Давай, договорились. Ты совсем большой у меня. Будь мужчиной. Ты, щенок. А в коридоре зачем стоял? Холодно ведь. А вы никому не скажете? А хочешь научиться стрелять? Да. Молодец. Давай, Касым, не проморгай. Ура! Его надо вычислить. Это он, я тебе говорю. Всегда готов, товарищ капитан. Это точно он. Мечтаешь всю землю увидеть?
А кто рядом, не замечаешь? А может, вся земля для меня это ты? Друзья? Я думаю, Карин, надо будет обязательно сходить, тем более сам режиссер ответит на все вопросы Будет зрителей. присутствовать. Да, дорогие зрители, еще раз мы вас приглашаем в эту субботу, 11 июля, в Доме кино. Приходите, не пропустите. Именно. Ну, а И мне кажется, что еще это отличная возможность найти единомышленников, ну и их посмотреть хорошее кино, отлично провести время. Замечательная ремарка, с тобой полностью согласен. Спасибо. Ну а мы движемся дальше, у нас короткая реклама, оставайтесь с нами. Аслан, знаешь, мне хочется немного поностальгировать. Скажи, пожалуйста, какое у тебя самое теплое воспоминание из студенчества? Карина, наверное, вечер, когда мы праздновали день рождения нашей близкой подруги и по совместительству уже скорое окончание вуза. Конечно, конечно, было хорошо. Очень было хорошо. Да, но это всегда приятно. Но хорошо, а что насчет студенческих конкурсов? Может быть, какие-то форумы, культурные программы? В чем-то ты участвовал? Вот эта часть студенчества прошла мимо меня совершенно, но я помню и знаю, что для многих ребят в эти мероприятия и есть те самые теплые воспоминания. Конечно, конечно. Вот, я знаю, что ты уже чувствуешь, ты понимаешь, я тебе кое-что хочу рассказать, Прошу. так что вот, слушай внимательно. Студенты вузов Северной Осетии представили республику на российской студенческой весне и, более того, вернулись оттуда лауреатами. Результаты особенно радуют, если погрузиться в масштабы фестиваля. 3000 участников из 80 регионов страны. Программа выдалась насыщенной, всего 10 направлений от вокала и моды до театра и хореографии. Напомним, российская студенческая весна – самый масштабный студенческий фестиваль в стране. Она проводится с 1993 года. Сегодня мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее о том, как прошел фестиваль, поговорим с гостями студии. С нами в студии Адам Мирзабеков, руководитель вокального направления делегации Республики Северная Осетия Алания. На российской студенческой весне, Именно, безусловно. Также с нами Мария Кисеева, студентка медицинского факультета СОГУ имени Кусталия Ивановича Хитагурова, участница фестиваля, лауреат второй степени в номинации «Народное пение», стилизация народной песни «Соло». И Виктория Кисиева, студентка педиатрического факультета СОГМА, участница фестиваля, лауреат второй степени в составе ансамбля «ЦАРТ» в номинации «Народный танец», стилизация народного танца, малые составы. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы рады видеть вас у нас в студии. Мы вас поздравляем. Какие у вас ощущения сейчас? Очень волнительно. Конкретно не то, чтобы из-за того, что мы вот здесь в эфире, а по поводу фестиваля. таких Как в целом, результатов. да, вот как в целом все прошло? Мария, Виктория, вы привезли второе место. Это на федеральном-то уровне стать лауреатом второй степени дорогого стоит. Как вам в целом фестиваль? Ну, вообще, это моя первая всероссийская студвесна. И вообще, в принципе, фестиваль такого масштаба, надеюсь, не последний, так как я испытала невероятные эмоции, моментами волнение накрывало. Ну, понятное дело, нужно представить свою республику на высоком уровне. Надеюсь, у нас получилось. Получилось. Мы смотрим на результаты, поэтому, думаю, да, все удачно. Виктория, ну а вам? Ну, если честно, это не моя первая студенческая весна, уже третья по счету, но по организации, наверное, больше всего нам именно это понравилось. И, ну, чуть-чуть, конечно, недовольны результатом, но все равно... Ну, стремиться к победе надо обязательно. Третья по счету, вы сказали, а прежде это также были форматы уже федерального уровня? Да, всероссийские. С ума сойти, очень интересно. Пойдемте тогда дальше. Адам, последние 2 года вы уже не выступаете на студвесне, но участвуете как бы в роли организатора. Ну, можно сказать так, да. Вот как теперь ваша работа выстроена с участниками фестиваля? Вы их подготавливаете? Как это происходит?
Ну, с этого года я решил попробовать себя просто в данном амплуа. Можно сказать, по причине того, что все еще скучаю по временам выступления, и именно поэтому, если есть возможность поделиться каким-то опытом, который был получен мной в ходе непосредственно участия, я с ребятами с радостью делюсь. Ну, другого стоит другого, я считаю. Однозначно. Мария, Виктория, мне кажется, что в целом конкуренция была серьезной. То есть студвесна в Красноярске, и там собрались просто лучшие из лучших. И рядом со спортсменами обычно стоят их тренеры, они их поддерживают. А кто был рядом с вами? К сожалению, у меня нет преподавателя по вокалу. Я готовилась сама. Но с нами была дама, нам помогала. Ага. А какая это была поддержка? Нам хочется услышать больше ваших эмоций, ваших каких-то чувств. Что это было? Адам решал наши организационные моменты. Прекрасная А поддержка. также поддерживал. Я тебе благодарна. В принципе, было очень волнительно. Я выходила, прям тряслась. А, так это было? Даже так. Это потому что, наверное, вот пока первый опыт. Первый раз, да. В следующий раз будет по-другому, я уверена. Ну, Виктория опыт уже имеет, а вы как с волнением справлялись? Ну, все равно каждый раз, как в первый, очень волнительно. Ну, что ж. Едем дальше. А были ли выступления, которые особенно как-то вас впечатлили? Вы же, то есть, наблюдали тоже за другими участниками? Как вам, Адам? Ну, несомненно, уровень федерального масштаба — это очень сильный показатель, и всегда есть на что равняться. Но, тем не менее, вот как Мария сказала, что, к сожалению, нет педагога, мне кажется, это наоборот дорогого стоит, что человек самоучка, сам себя, ну, несмотря на то, что хоть и указано формально, что я руководитель, но именно в ее направлении я скорее оказывал больше моральную поддержку и просто ввиду большего количества опыта какие-то организационные моменты. А так получить второе место в номинации, в которой конкуренция просто огромная, это очень однозначно дорогого стоит. Это еще и учитывая, что нет преподавателя, вы любитель, с ума сойти. И второе место, ну это приятно, это очень радует. Тем не менее, наверняка запомнились еще выступления, наверняка познакомились с другими вот ребятами из других регионов. Знакомств было очень много. В этом году особенно, потому что формат проживания был на территории общежития Сибирского федерального университета. И то есть вместе с нами там проживало, если не ошибаюсь, около 18 делегаций еще. И то есть внушительно. Постоянные репетиции ночные, а репетиции, как вы понимаете, проходят просто кто где успел занять себе площадку, там и репетирует. И просто под окнами корпуса все репетируют, все обмениваются каким-то опытом, общаются, знакомятся. Ну вот вы сказали про организационные какие-то моменты, что вы больше в таком направлении помогали, но и это же снимает определенный груз ответственности с участников. То есть вы об этом уже в целом можете даже не думать, меньше переживать, сосредоточены вы исключительно на своем деле, на том, что вам надо хорошо выступить. Так что это прекрасно. Мария, Виктория, снова переключаемся к вам. Мария, вот это ваша первая студ-весна. Как вы пришли к участию? Ну, я всегда хотела. Я еще в школьные времена слышала о таком фестивале. Это была моя мечта. Ну, вы Она что? исполнилась. Здорово. Виктория, ну а вы? Уже 3-й год пошел, а в самый первый как вы пришли к этому? Ну, благодаря нашему хореографу Зарине Тамерлановне Хубаевой, она каждый год ставит какие-то вот удивительные номера, своими идеями нас поражает каждый год. И ну, благодаря ее идеям, которые мы потом воплощаем на сцене,
Нас уже вот третий раз Комитет по делам молодежи отправил на Всероссийскую студенческую весну. Интересно. Вот видишь, Аслан, сколько ты потерял, что ты не участвовал в таких мероприятиях. Да слушай, не говори. Просто я именно в студвесне не участвовала, но я понимаю, о чем говорят вот наши гости сегодня. Так что, ну, навряд ли ты уже... Ага, спасибо. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Да, я добрая, я всегда это Ты знала. тоже. Да. Да? Вы прежде выступали 6 лет подряд. Если где-то будет тут неправильно, вы меня поправьте. Да, и победили на студвесне федерального уровня в Перми. Расскажите нам о самом запоминающемся своем опыте, может быть, о ваших выступлениях. И тут же сразу мне хочется спросить, а вот вы рассказываете какие-то свои, тоже, да, повторюсь, о выступлениях тем, кто сейчас только вот свои первые шаги делает? Ну, рассказы в основном бывают такого формата, что из года в год часто состав жюри бывает повторяется. Если не в полном объеме, то хотя бы несколько человек. И как ни крути, за столько лет участия ты получаешь обратную связь от них и понимаешь их предпочтения, что они хотят слышать в той или иной номинации. Ты понимаешь, как они хотят видеть тебя на сцене. И то есть вот такого рода опыт я и передаю, и понимаю, что вот конкретно здесь и сейчас нужно сделать вот так. И вот, а дальше уже все только в руках участников. Объясните мне, пожалуйста, как человеку, не прошедшему через вот магию студ весны, вот это же магия какая-то особенная, и к этому же хотят возвращаться из года в год. Кто-то об этом мечтает еще он со школьной скамьи. А в чем секрет-то? Почему хочется возвращаться к этому? И вот дальше продолжать работу, уже вот вы уже не студент, и вы на общественных началах просто вот вы поехали, да, помочь ребятам нашей делегации. В чем секрет-то? Ну, мне кажется, главный секрет — это то, что творчество — это очень сильная зависимость. И каждый, кто хотя бы раз принимал участие в такого рода мероприятиях, понимает, что это непередаваемые эмоции. И мне кажется, секрет этой магии только в этом, что ты любишь этим заниматься, ты получаешь удовольствие от этого, и тебе еще и помогают в реализации твоих каких-то желаний, вот, как в случае с Марией мечт. Ну, а вы что считаете, Мария, Виктория, магия вот этой студ весны? Вы это все прошли? Кто-то даже неоднократно прошел. Вот, и, как это, что это? Ну, я как новичок. Да. Вообще я соглашусь с словами. Еще дополню, творчество объединяет, на самом деле. А вот с кем? С кем? Вы говорите, объединяет, не могу не зацепиться за эти ваши слова. Вы с кем-то познакомились? Вот, кто эти люди? Новые? Из других регионов, может быть? Что? У меня фамилия, да, тоже. Ну, я познакомилась с парнем из Твери. Он играл на скрипке. Какой-то, говорят, вообще чудесный скрипач. Сами удостоверились в том, что он вот скрипач? Да. Правду говорили? Правда. Ну, приятно. Он даже стал лауреатом первой степени. Да вы что? Получается, делегация Северной Осетии ему принесла удачу. Однозначно, как иначе. Виктория. Да, Виктория, я хотел спросить у вас относительно того, что фестиваль — это возможность, во-первых, хорошо провести время, но это ведь еще и соревнования, где вот люди стремятся к победе, вот борются. А ради чего? Почему хочется на студ весне стать первым? Ну, хочется проявить себя, показать себя с хорошей стороны, принести какие-то результаты своей республики.
Адам, мне кажется, что сейчас нас наверняка смотрят и студенты, выпускники из школ, да, которые только-только выпускаются, 11 класс закончили. И мне бы очень хотелось, вот, если бы Аслану кто-то тоже это сказал когда-то, то он будет извини, Аслан тоже поучаствовал в таких мероприятиях. Давайте мы к ним обратимся, скажем им несколько слов для того, чтобы они не боялись, шли, участвовали. Прошу вас. Почему стоит принимать участие в таких мероприятиях? Я не могу, наверное, сказать, почему не стоит бояться, потому что бояться ты будешь абсолютно всегда, выходя на сцену, хоть в 5-й, 10-й, неважно. А вот почему стоит, однозначно. Потому что, как ни крути, все мы понимаем, что в высших учебных заведениях мы для получения знаний, квалификации, профессий, но, думаю, со мной никто не поспорит, что вот эти эмоции от студенческой весны, от выступления, от этапа подготовки, это самое незабываемое, что происходит с человеком за годы обучения в вузе. Поэтому, если вы хотя бы раз не попробуете, то я обещаю, вы пожалеете об этом. А если хотя бы раз попробуете, то будете возвращаться снова и снова. И очень долго еще вспоминать эти прекрасные годы и времена. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. К сожалению, наше эфирное время, оно ограничено, как и всегда. Мы вас еще раз поздравляем. Мы вам желаем еще очень много лет, я хотела сказать, но да, побеждать всегда и приносить прекрасные результаты. Спасибо. Спасибо. Полностью поддерживаю. Итак, Карина. Аслан, мне кажется, что мы сегодня обсудили все важные темы, или мы что-то забываем? Ну, по-моему, нет. Остается только сказать, что в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч.